Мир вам, братья и сестры. Что-то вот в последнее время как-то ополчились все на веру православную. Но вот раньше спорил с ними, там что-то доказывал, короче. А сегодня я прочитал такие интересные слова Иоанна Златоуста. Если кто смеется над верой твоей, помолись за него, ибо в день суда всем будет не до смеха. Вот, в общем, сегодня сделал ли такой якутский нож очередной для левши. Скажу, вот сам из ножен не выпрыгивает, вынимается одной рукой, пальцем упираетесь для левши, то есть вот когда строгаешь левой рукой, получается, что дол смотрит на вас и клинок не зарывается, можно регулировать глубину строгания. Ну, в общем, давайте сейчас его испытаем. Не загнулся, не сломался пока. Так, а ну уходи. Мешается. Ну, с одеждой я последний раз 87 весил килограмм. Все целое. Строгаем рук. Ну, нож, я правша, а нож под левую руку. Мне немножко, конечно, неудобно, но все же. Дерево. Вот поперек волокон. Вот такая транспортерная лента. Видно, что режет без проблем. Погодите, покажу. Двумя пальчиками держу буквально. Примерно так. Теперь покажу, как правиться. Если вот рано или поздно он затупится, значит, ровный брусок с ровной поверхностью и по плоскости со стороны дола. Но лучше его, когда вот так вот его, чтобы безопасно было. Потому что если на весу, то может он соскользнуть и потом вот так вот. У меня частенько такое бывало. Вот этот палец больше всего страдает. Вот по плоскости со стороны дола. С обратной стороны только вот заусенчики слегка снять. Вот. И что еще? Можно вот так вот его обножно об кожу подводить еще. Примерно так. Ножны из можжевельника, всегда приятно пахнет. Клинок лучше смазывать. Ну вот я баллистолом домашним показывал уже много раз, что это такое. В общем, всего доброго, до свидания.